Нам, если честно, крайне неприятно говорить о том, что мы говорили еще год назад. Вот те, кто следит за нашими эфирами, знает о том, что год назад, примерно в этот же период, руководство Украины фактически лишало нас государственного финансирования. И сейчас мы поставлены снова в заведомо невыполнимые условия в виде проведения конкурсов для получения финансирования. Вы помните, недавно президент Зеленский говорил о том, что до него никто не думал о Крыме. По сути, он сказал, что никто ничего не делал до него по Крыму. И вот пришел Зеленский, все заработало, все начали думать о Крыме, крымскую платформу инициировали, концепцию по развитию, сохранению, популяризации крымско-татарского языка там разработали, стратегию деоккупации Крыма уже сколько нам обещают показать. И при этом снова АТР ставят в сложное финансирование положение, по сути, оставляя его на грани существования. Конкурсы нам говорят делать нужно. При этом непонятно, когда и в каком формате. Вот у нас есть информация, об этом говорил еще вчера я, дорогая, что о конкурсах должны объявить только через полгода. А вот эти полгода вы пока закрываетесь или не работаете, ну подождите. Вот что нам сегодня говорят. Ну как мы можем ждать? Ежедневно в Крыму проходят репрессии против крымстарского народа. У нас нет никакого сегодня морального права об этом не говорить. Вот честно, я не понимаю, как попытки прекратить голос телеканала, который является голосом Крыма, укладывается в стратегию деоккупации Крыма. Я искренне не понимаю, как попытки давить на телеканал, сотрудники которого выехали на материк, пожертвовав домом, близкими людьми, чтобы бороться за Крым на информационном фронте, укладывается в стратегию реинтеграции Крыма. Как это все укладывается в концепцию возвращения умов, о которых говорил Резников? Как это укладывается в концепцию информационной стратегии? Или у нас так много сегодня на материке патриотичных телеканалов, которые борются за возвращение этих умов? Или у нас совершенно нет телеканалов, которые откровенно импонируют России, ведя внутри нашей страны пророссийскую пропаганду? Как закрытие телеканала АТР, который вещает на крымско-татарском языке, укладывается в концепцию развития крымско-татарского языка? Как это все можно расценивать, если не как давление и дискриминацию крымско-татарского народа? Мы, сотрудники телеканала АТР, в 2015 году выехали на материк, чтобы продолжить свою работу, чтобы доносить правду жителям оккупированного Крыма. Каждый из нас принес какую-то жертву на этом пути. Многие из нас не могут поехать к себе домой, не могут обнять своих близких, оторваны от своей родной среды, от языковой среды, в конце концов. Чтобы что? Чтобы руководство Украины сегодня загоняло нас в рамки и не давало делать свою работу? Не давало вести информационную войну против оккупанта? Мы, крымские татары, украинцы, сегодня боремся за восстановление территориальной целостности Украины. Мы боремся на нашем информационном фронте за возвращение Крыма. И кто нам мешает? То, что в 2015 году не сумели сделать оккупанты, сегодня делает руководство Украины. Так получается.